первых дней образования района и образования нашей поликлиники, это в 2009 году, организация «Алашара» принимает непосредственное участие в нашей работе, всегда на контакте, всегда мы делимся своими успехами и своими небольшими, может быть, проблемами, в связи с чем постоянно и регулярно оказывается и материальная, и техническая помощь. Хотелось бы это подчеркнуть, что мы на контакте, мы всегда обсуждаем многие наши вопросы и с пониманием, и с огромной душевной теплотой «Алашара» относится к нашей работе. Нам это очень приятно, мы это ценим. За вот этот период была проведена очень большая работа в плане тех необходимых приобретений, которые нам были необходимы. Я не буду их перечислять все, но это очень большой список. От банальных стиральных машин до уже медицинского оборудования. Хотелось бы подчеркнуть огромную помощь именно в лице Мусы Хабалевича, что в период пандемии, это вы все знаете, что это 2 года была пандемия, это COVID-19. Огромное участие, его личный контроль, его внимание. Я подчеркиваю, что весь коллектив с благодарностью вспоминает это участие его. В тот момент, когда вся страна боролась, естественно, была нехватка некоторых спецзащиты, костюмов спецзащиты, так называемые СИЗы, и некоторыми медикаментами. Алашара было все это предоставлено. Это сыграло огромную роль и огромную помощь в работе и в оказании медицинской помощи для жителей нашего района. Первый раз я был приглашен в Алашару, в так называемый экспертный совет медицинский. Там представлены были у нас 6 человек в разных направлениях. Я как поликлиническая служба, была представлена онкологическая служба, детская служба и детская психологическая служба. Мы сидели, обсуждали за круглым столом в режиме видеоконференции. Были на первом этапе обсуждены общая концепция работы, направления. Приоритетным, естественно, у нас стало на первое место это борьба с онкологическими заболеваниями и с болезнью системы крови. Естественно, планировался у нас поиск здоровья, охват. Мы постарались максимально охватить именно те аулы, которые входят в Абазинский район. Вообще выезд предполагается мобильного комплекса. Он включает в себя передвижную систему флюорограф-маммограф для массового охвата. Уже далее, при наличии каких-то либо моментов, которые увидел доктор, эти люди подлежат уже углубленному обследованию, так называемой углубленной диспансеризации. С начала года мы были все время на контакте с Артуром Хутовым. Он все время интересовался о начале поезда здоровья, но в связи с очередностью получения этого оборудования мы чуть отложили это. Мы должны были в марте начать, но, к сожалению, это получилось у нас в июне. И благодаря работе Алашары, благодаря Женсовету, в пабликах, на их собраниях и по аулам было все это информировано, чтобы создать больше охват. Это и предполагает вообще поезд здоровья максимально охватить население нашего района. И очень благодарны мы, что ведется такая работа, что всегда на контакте с нами. Мы эти массовые мероприятия, которые необходимы, та же диспансеризация, та же прививочная кампания. Поезд здоровья, мы всегда на контакте с Алашарой, огромную работу, огромную помощь они нам оказывают. Мы очень благодарны. Буквально мы на днях встречались с представителем опять именно от меднаправления Алашары, это Хутов Артур. Начинается у нас пилотный проект
Мы пока его только обсуждаем и хотим его, это вот именно работой мобильных бригад с узкими специалистами, с мобильной аппаратурой. Мы даже вчера обсуждали, может быть, это даже будет мини-лаборатории, чтобы на местах, ну, мы сами знаем, население, к сожалению, не может там выезжать в города, обследоваться, потому что сельская местность. Для более старшего поколения мы даже, может быть, будем выезжать с офтальмологом, чтобы на местах смотреть, нужна ли помощь в плане офтальмологической службы. Это все проект. Мы хотим его начать. Я думаю, в работе мы уже будем понимать, вот, где больше сделать уклон, где направление. Но работа ведется колоссально. Я еще раз хочу подчеркнуть, вот Муса Хабалевич очень пристально и очень с заботой относится именно вот к проекту здоровья. В будущем у нас планируется, вот сейчас пилотный проект мы готовим, именно на выезд специалистов в наши аулы, именно аулы абазинские, имеется в виду не только, которые в Абазинском районе, охват всех аулов, выездов узких специалистов с целью онконастороженности, терапевтическая служба. Обязательно будет диагностическая служба, и постараемся вот сделать такими маленькими мобильными бригадами именно узкие специалисты, необходимые, по крайней мере, для понимания состояния здоровья нашего населения. Эта работа только начинается у нас. Муса Хабалевич, он пристальное внимание у него именно по направлению здоровья, здравоохранения именно в Алашаре, и вообще вот, его я чувствую, что потому что мы на контакте вот с сотрудниками, эта работа будет проводиться, эта работа будет развиваться. Мы, как работники здравоохранения, мы не то что будем поддерживать, а мы будем рядом идти, как говорится, в тех начинаниях и в тех вот благих деяниях, которые запланированы. Вот я считаю, что все равно наша вся работа, что у нас, что вот в организации Алашара, это все на благо нашего народа. Поэтому я думаю, мы будем работать и дальше плодотворно. И я думаю, результаты мы увидим не за горами. Я даже не знаю, какими словами это выразить, но я, когда узнал о такой организации и о руководителе его, и вообще о личности Мусы Хабалевича, я был очень поражен и удивлен, насколько человек переживает и насколько он старается внести, вот, по крайней мере, ту лепту, ту помощь, то свое внимание на благо своего народа. Это начиная от публикации различных книг, выпуски, очерки, направления, языковые направления, я знаю, есть культура, спорт. Это можно очень долго перечислять. И сейчас вот это очень трудная, но она нужная работа, это вот направление здравоохранения. Я надеюсь на успех. Я с глубокой симпатией и уважением отношусь к работе всей команды Алашара, к ее руководителю Мусе Хабалевичу. Это огромный труд, это огромная нагрузка. Все с пониманием к этому относимся и стараемся сами, чем можем, тоже помогать и быть рядом. Поэтому это благородная работа, я это другим словами не могу назвать, потому что жить и работать на благо своего народа – это благое дело.